вот мы снова в гостях у Абхазского государственного музея. Сегодня мы направляемся в отдел древней истории и средних веков. И его заведующая Диана Ахба расскажет нам об орнаментах, которые были обнаружены на предметах, найденных на территории Абхазии. Диана, что говорит нам наука об орнаментах, найденных на предметах? Наука, конечно, говорит о многом, но вот орнаменты – это очень сложная тема. И вот как-то вот знакомясь с литературой, очень много авторов присмотрела, все. К одному никто еще не пришел, по-разному все говорят. Есть, например, очень хорошие работы Даркевича, есть работы Миллер, Рыбаков, Ариэль Голан. Как-то все к одному так не приходят, по-разному, но у всех очень интересное. А у нас археологи все, кстати, вот кто копает, они когда находят какой-то предмет археологический орнаментированный, они в своих работах всегда фиксируют и подробное описание делают. Ну, вот такого сводного, конечно, у нас нет. Это очень сложная тема, это целый язык. Но просто я хотела попытаться рассказать нашим гражданам о том, какие орнаменты на предметах, древних предметах археологических попадались у нас в Абхазии и есть сейчас вот у нас в музее. Ну, орнамент вообще это же один из видов украшений, которые наносят, показывают на изделиях декоративно-прикладного искусства. Орнамент может быть это какие-то природные формы, но стилизованные, и они несут в себе, они имеют магический смысл, имеют знаковость, культовое значение и символический смысл. Вообще, пока не было письменности, все передавали вот какие-то понятия, представления путем рисунков, вот этих рисунков. Но все эти рисунки имели культовое значение. Это у всех народов. Вообще считается, вот эти ученые все говорят, и тот же Ариэль Голан, и Рыбаков, все, Даркевич, что с верхнепалеолитического периода началось появляться орнаменты на предметах, именно с верхнего палеолита. У нас, что я хочу показать, это самый первый, ранний, который был орнаментирован, это вот гарпуны, это для ловли рыб, костяные гарпуны, очень интересные. У нас были еще лучшие, более орнаментированные, к сожалению, они пропали во время войны. Гарпуны, они тоже вот прямые линии, косые линии, точечками орнаментированы полностью. Также я хочу показать вот предплечье пещерного медведя. Называют его жезл начальника и выпрямитель стрел. От того, что выпрямляли стрелы, здесь полировка вот осталась от постоянного использования. И полностью он орнаментирован линейным узором. Ну, кажется, что такие прямые, но линейный узор. Это вот самые первые орнаментированные предметы, которые есть у нас в музее. А сейчас я вам хочу показать вот инкрустированный перстень эпохи медно-каменного века. Это конец 5-го, начало 4-го тысячелетия до нашей эры. Этот перстень был обнаружен археологом Игорем Ивановичем Свинария, весь орнаментированный, прямыми, косыми линиями. Игорь Иванович считает, что это служило амулетом. Относится к концу 5-го, начало 4-го тысячелетия до нашей эры. То есть на палец он не одевался, скорее всего, да? Ну, если даже он одевался, он как амулет был, как оберег. Орнамент – узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов, предназначается для украшения различных предметов утвари, архитектурных сооружений, произведений пластических искусств. В орнаменте, особенно в народном творчестве, запечатлелось фольклорное поэтическое отношение к миру. Значит, все эти орнаменты, которые и у нас есть, и вообще во всем мире, у всех народов, можно разделить на 3 группы. Это самые первые, которые появляются в эпоху палеолита, геометрические,
Туда входят, ну, можно как так сказать, что это точечки, квадраты, треугольники, свастика, круг и другие. Очень много вот именно геометрических фигур. И растительный узор, это вот растительные там какие-то вот плоды, какие-то веточки, цветы, это все растительное. И животные или зооморфные, то есть там показывают или же реальные животные, или фантастические, это тоже вот, значит, геометрические, растительные и зооморфные или животные называется, где реальные животные и где стилизованные и фантастические. А сейчас я хочу вам показать археологические предметы, относящиеся к периоду, дольменному периоду. Это конец IV, середина II тысячелетия до нашей эры. Это вот такие вот предметы. Вот, например, крюк бронзовый с зигзагообразным орнаментом. Зигзагообразный орнамент вообще у многих народов считается, что это изображение змеи. То же самое также пишет известный советский, потом уже русский ученый Рыбаков, что это вот зигзагообразный, это змея. Ну, кто-то говорит, что это означает вода, дождь, а у нас, у абхазов, это вот всегда в мифологии абхазской ассоциировалось с Ананой Гундой и с Джаджой. И хотела бы еще вам показать вот кувшин, тоже того же периода дольменного, с зигзагообразным орнаментом, то же самое, как вот выше я говорила, и прямыми линиями, то есть тоже орнаментированный полностью. В эпоху поздней бронзы очень сильно развита была именно орнаментация на предметах. И не просто орнаментация, но и скульптурные изображения тоже. Вот я хочу вам показать пряжки с изображением свастики, животных, растительного мира, разные изображения животных, навершие с изображением птиц, трезубец. А здесь вот есть пряжка с орнаментом, с изображением треугольника. У нас вообще так вот треугольник означает горы, квадрат означает земля, круг – это солнце, а свастика – это как движущаяся жизнь. И вот все эти формы изображены здесь, и с изображением змей очень много предметов. Это был самый такой вот период расцвета эпохи поздней бронзы в Абхазии. У нас были медные рудники, и из меди все это изготавливали. Медь вообще у абхазов считается как целебная. Когда что-то вот голова болела или какие-то болезни были, они теплые меди, кусочек меди прикладывали на больное место и считалось, что выздоравливали. И когда какие-то мероприятия были, люди готовили всегда в медных котлах. Ну, после вот медь, поскольку он был не очень такой твердый, поэтому они стали с оловом смешивать, и медно-оловянный получается вот бронзовое изделие. Очень богата Абхазия бронзовыми изделиями. И именно орнаментированными. Было очень много орнаментированных топоров, такие вот как парадно-выходные топоры. Это витрина воина эпохи поздней бронзы. Здесь вот вы видите пектораль бронзовый, во всю длину изображена змея зигзагообразной формы. Как я уже говорила, змея, это, как многие ученые считают, символизирует воду, дождь, а у нас наша мифология абхазская связана с Ананой Гунда и с Джаджой. И то же самое вот пояс бронзовый, на поясе тоже полностью во всю длину изображена змея. Ритуальный кинжал вы увидите здесь, держак рукоятки с двумя лебедиными головками, а рядом лежит там уже держак с дисками. Это очень интересно, и это редко где встречается. Это говорит о самостоятельности культуры народа.
Искусство наложения орнамента является одним из направлений прикладного искусства. Его виды, названия зависят от предназначения использования в быту. Имеется немало методов нанесения орнамента – вышивка, валяние и другие. Нет отрасли, где бы не использовались такие методы, как плетение, строгание, шитье, черчение, инкрустация костью, серебрение, чеканка. Они широко применяются в быту, в производстве, в строительстве, в области культуры, в архитектурном искусстве, играют важную роль в развитии мирового искусства. Перед вами витрина, мы стоим у витрины. Здесь археологические находки, которые нам рассказывают о хозяйстве абхазов, о плодородии. Здесь скульптура, женская скульптура и бараньи головки. Женская скульптура – это как джаджа в образе джаджи, это божество плодородия у абхазов. Бараньи головки – это тоже вот как они олицетворяют плодородие. А здесь ритуальная очажная подставка с изображением собак. Тоже ритуальные, культовые. Это все говорит о хозяйстве. На экране вы видите фотографию ритона, бронзовый ритон, который был найден в Бамбурской поляне Лукиным и передали в Эрмитаж. Это уникальные вещи. Ритон был вместе с винопийцей. Он полностью орнаментированный. То же самое, такая же история. Бронзовый топор, который был найден в Куланрах, об этом пишет Михаил Мамедович Трапш. Топор небольшой, легкий, на обухе, со скульптурным изображением собаки. Собака с опущенными ушами и с открытой пастью. Такой же топор, такого типа топор был найден Лукиным в Гудауте. На рукоятке были изображены две лошади, маленькие скульптурные изображения. К сожалению, эти топоры в Абхазии не находятся, мы имеем только фотографии. Но если это связать с абхазской мифологией, то Айтар, как мы знаем, многоликий, и вот эти божества относились к нему. Значит, собака – это Алышкентар, очень много у нас изображений скульптурных собаки, а лошадь – это Акшишашина. А здесь, вот в этой витрине, я хочу вам показать скульптурные изображения быка, вот на трубе скульптурные изображения протомы собаки, весь орнаментированный. Я уже вам говорила, что у нас есть божество собаки Алышкендар, орнаментированные разными узорами путем гравировки, топоры бронзовые. Были боевые топоры, а были еще такие вот, как просто предметы украшения, парадно-выходные. Здесь вы видите разные орнаменты, которые были на этих топорах. Скульптурные изображения подвески в виде 3 голубей, скульптурные изображения быка, оленя и барани. Вот бараньи головки и вот барашки 2 на пряжке. Ну, здесь вот браслет орнаментированный, браслет со змеиными головками. Есть еще у нас очень интересный серебряный браслет с изображением. Вот концы, они заканчиваются головки, лошадиные головки. Очень долго мы сомневались, не знали, что это, но с ярко выраженными ноздрями. И очень интересный пояс, мужской пояс. Вы видите, такой весь орнаментирован спиралевидными рисунками. То есть это движение, жизнь, вот спиралевидные. И они все отдельно наносились. Это вот на этом заканчивается все виды орнамента в эпохе поздней бронзы. Дальше будет уже ранняя античность и средневековье. Орнамент – один из древнейших видов изобразительной деятельности человека, в далеком прошлом несший в себе символический и магический смысл, знаковость, семантическую функцию. Но ранние декоративно-орнаментальные элементы могли и не иметь смыслового значения, а являться лишь отвлеченными знаками, в которых выражали чувство ритма, формы, порядка, симметрии. Диана, вот эти знаки, что мы увидели на предметах, которые нашли наши археологи в Абхазии, можем ли мы сказать, что эти знаки носили не только эстетический характер, но и имели какой-то сакральный смысл? Ну, до появления письменности у народов способом вот этих рисунков
люди фиксировали понятия, свои вот представления, и это имело культовое значение. Скажи, пожалуйста, вот мы, как бы общеизвестно, что Абхазия младописьменный народ, абхазцы. А можем ли мы сказать, имеем ли мы право вот так сказать, что вот рисунки, которые были найдены еще в каменном веке, были начатками вот этого средства коммуникации между людьми? Могло ли это быть прообразом письменности? Ну, многие ученые так говорят, а некоторые считают, что просто это было украшение. Но то, что хотел человек выразить, я думаю, что это не фиксировали вот на этих предметах. Ну, можно сказать, что это были начатки? Ты можешь это сказать или все же Нет, осторожничаешь? я осторожничаю, потому что такого вот именно таких выводов ни один ученый еще не делал. Они как-то осторожно очень говорят, что кто-то говорит, что это было просто украшение, а кто-то говорит, что это начало, может быть, просто передавали какими-то знаками свои представления, и поэтому здесь сложно сказать.